Как сохранить родной язык? Как сделать так, чтобы ребенок с детства говорил на нем? Эта проблема достаточно актуальна для нашей страны. Без языка теряются быт, культура, традиции, потихоньку исчезает и сам народ. На протяжении многих лет в Абхазии разрабатывают программы, обсуждают различные пути выхода из сложившейся ситуации. Одной из организаций, которая пытается содействовать решению этой проблемы, является благотворительный фонд развития абхазского языка имени Баграта Шингба. Фонд был создан в 2018 году, и первым его проектом стала разработка новой методики изучения абхазского языка для детей в возрасте 3 и 4 лет под названием «Концепция абхазского детского сада». Ребенок, который в 3 годика приходит в детский сад и до школы, у ребенка будет возможность выучить абхазский язык. Это новая такая концепция, в котором используются новые современные методики, система погружения, так называемая инклюзивная система и игровая. То есть через игру, через различные формы развития ребенка он учит абхазский язык. После создания концепции детского сада она будет введена пилотно в нескольких дошкольных учреждениях Абхазии. Если данный метод будет эффективен, то программа будет введена во всех детских садах страны. Рабочую группу по созданию новой методики возглавил лингвист, профессор Вячеслав Чирикба. Стремительно теряет позиции абхазский язык, хотя это государственный язык Республики Абхазия. Это парадоксально, но это так. Было проведено исследование в прошлом году, которое показало, что не более 30% детей в детских садах и школах Абхазии в наших классах знают абхазский язык. Городских школ. Только в деревне ситуация прекрасна, но вы знаете, что очень большой приток людей из деревни в города, и поэтому ситуация меняется. Вот. Это означает, что через 20 лет вырастут дети, которые не будут знать вообще абхазского языка. Часто мы мало пользуемся в городах, к сожалению, а они просто не будут знать его. То есть ситуация будет коренным образом другая, и придется прилагать большие усилия, чтобы возрождать язык. Вот пока не поздно, пока мы к этому не подошли к пункту, нужно нам сейчас заняться этой проблемой, и надо сделать ее обязательно общенациональной. Проблема сохранения и развития языка существует не только в Абхазии. Во многих странах мира малочисленные народы сталкиваются с этим вопросом. По приглашению фонда в нашу страну прибыл ученый из Уэльса Хайвелл Глин Льюис, который является директором программы Валлийского университета по двуязычию и многоязычию. Как говорит ученый, существует мнение, что изучение нескольких языков с детства негативно влияет на общее развитие ребенка. Но сам профессор с этой позицией не согласен. Он привел результаты исследований последних лет, согласно которым изучение 2 и более языков с детства на одинаковом уровне как раз положительно сказывается на умственных способностях. К примеру, утром понедельника учитель может сказать ученику: «Сейчас я буду говорить с тобой на абхазском». То есть я буду говорить на абхазском, но хочу, чтобы ты писал на русском. Но сегодня я буду говорить на русском, а ты уже будешь писать на абхазском. То есть эта техника называется не переводом, а переключением, языковое переключение. Благотворительный фонд развития абхазского языка имени Баграта Шингба планирует и дальше приглашать ученых-лингвистов из разных стран, чтобы перенять их опыт в решении проблемы сохранения и развития родного языка. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.